И вот он, стартовый свисток. Мяч вбрасывается в игру, и поле мгновенно оживает. Первые осторожные передачи сменяются стремительными контратаками. Видно, что команда лицея и «Динамо-14» изучили друг друга, но каждая пытается навязать свой темп. Борьба в центре поля, отборы, быстрые смены флангов. Игра сразу захватила зрителей. С первых минут стало ясно, борьба будет жаркой. Быстрые передачи, точные удары и отчаянные сейвы вратарей. Школьники играют с настоящим азартом. На поле нет слабых соперников. Каждый мяч добывается в упорной борьбе. Болельщики не остаются в стороне. Их крики поддержки слышны на весь стадион. После первого тайма счет 1-1. Тайсум Гадиев – главная ударная сила лицеистов, настроен на победу. Он точно знает, его команда способна переломить ход встречи в свою пользу. У нас очень сильное нападение тоже. Нападающий ударил, а полузащитник дальше добил гол. Я верю в свою команду, что она забьет гол. Каждая игра – это не только борьба за победу, но и демонстрация настоящего командного духа. Организаторы постарались создать все условия для честной и зрелищной игры. В турнире принимает участие 4 команды. Как ваш тренер готовил к игре? Как он вас подбадривает? Он очень хорошо. У нас тренировка в неделю бывает 4 раза. Иногда в 16, иногда в 18. Он нас очень хорошо тренирует, отрабатываем пасы, удары отрабатываем, потом играем матч, потом отжимания, прессы, это все делаем. Играли в квадрат, на 100% готовлены. Шансов не оставим команде никакой. Эти соревнования не просто спортивные события, а дань памяти героям Сталинградской битвы, 83-я годовщина начала которой отмечается в этом году. Организаторы уверены, спорт и память о подвигах предков должны идти рука об руку в воспитании подрастающего поколения. Учитывая, что у нас в этом году год объявлен указом президента России, объявлен годом защитника Отечества, мы решили приурочить сегодняшний день началу Сталинградской битвы, одной из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, преподнести это нашим детям, как еще одно напоминание о том славном прошлом наших предков, о том, что тогдашние события, 83-летней давности, это гарантия сегодняшних возможностей заниматься такой футбольной жизнью, мирной жизнью во благо наших детей и молодежи. Спорт объединяет, воспитывает характер и напоминает о важных страницах истории. После напряженных игр определились победители. Первое место у «Динамо-2013», второе у лицея Магаса, третье у команды «Айлам». Но главное не кубки и медали, а те эмоции, которые получили участники. Тамара Хашагульгова, Султан Булгучев, Магас 24.